Юлаевская молодежка приняла на своем льду гостей из Астаны. До этого толпаровцы со снежными барсами встречались лишь однажды в марте этого года. Тогда удача улыбнулась башкирскому клубу. К отчетной встрече в нынешнем сезоне победная серия зелено-синих насчитывала уже 6 матчей и ни одного поражения в домашних встречах. А вот снежные барсы регулярку начали не совсем удачно и занимали лишь 11-ю строчку турнирной таблицы. О том, чем закончилось противостояние уфимской команды с астанинцами, смотрите в нашем следующем сюжете. К началу игровой серии заявку уфимцев пополнилась юным нападающим из Юлаевской «Дюшор» Станиславом Калмыковым. А главное, на помощь к толпаровцам из основной команды пришел Ефим Гуркин. В первой встрече астанинцам удалось поразить уфимские ворота лишь единожды, а вот преимущество хозяев было заметно на протяжении всего матча, что и отразилось на табло. Обилие атак со стороны зелено-синих помогла занести в ворота противника 5 шайб. Не обошлось и без ошибок. Однако голкипер Толпара Андрей Василевский надежно охранял вверенные ему ворота. Очередная, уже 7-я подряд победа уфимской команды и ни одного поражения на домашнем льду. Непростая игра. Пока счет довольно держался долго. После второго периода 3-1 еще ничего не было решено. Свои не пропустили, но в конце забили, счет более сделали приемлемый. 5-1. Второй, третий. Первый период плохо, наверное, начали. Второй, третий сыграли, сделали в этих двух периодах результат. Вторая встреча со снежными барсами началась менее удачно. В первом игровом отрезке астанинцам удалось поразить ворота толпаровцев трижды. В ответ же получили лишь одну шайбу. Во второй 20-минутке уфимцы отчаянно пытались отыграться. Им это практически удалось. При игре в большинстве хозяева дважды поразили ворота астанинского голкипера Владимира Крамаря и смогли сравнять счет. Однако на последней минуте периода барсам удалось пробить Василевского. Третий период оказался безголевым. Таким образом, Толпар потерпел первое поражение в сезоне на домашнем льду. Ну и ко всему прочему, у нас стоит задача обыграть молодежь, которая будет играть на чемпионате мира в декабре в группе Б 93-94. Вот наша задача вот этих ребят подтянуть к этому чемпионату мира. Уже сегодня Толпар проведет первую встречу в гостях против Тюменского легиона. Ирина Макаренко, Рамзиль Мигранов, Вести спорт, Башкортостан.